У войны не женское лицо. И там, далеко, сражаются наши мужчины. Сыновья, братья, мужья. Каждый из них готов защищать Родину, семью до самой победы. А здесь, в тылу, тихо и спокойно. Но в каждом городе, селе, почти в каждом доме слышатся молитвы. Родненький, ты только живи. И мелькают иголки в тонких пальцах. Гнутся хрупкие спины над спицами. Каждый лоскуток ложится рядками, чтобы укрыть своих, родных. И без этого хрупкого и сильного тыла сложно пришлось бы мужчинам справляться с суровыми и справедливыми задачами. На вызов времени достойно откликнулись все. Почти в каждом наслеге, в каждом населенном пункте Алекминского района работают волонтерские клубы. Разные села, разные люди, но каждый из них помогает приблизить победу. В Алекминском районе работала представительная группа депутатов Государственного собрания республики, Госкомитет по делам военнослужащих и специальной военной операции, а также руководитель регионального отделения «Народный фронт». Посещаем с нашим комитетом Госсобрания Илтумен по делам военнослужащих и СВО Алекминский район. Здесь сегодня работают 4 народных депутата: Постников Афанасий Васильевич, Подголов Александр Григорьевич и Кульбертинов Николай Иванович. Ну и я, собственно. Позитивные абсолютно впечатления от Алекминского района. Мы рады были посетить различные волонтерские клубы. Ни в коем случае не опускают руки. Видно, что почти каждый из них столкнулся со своей какой-то болью. У кого-то здесь в клубах работают матеря погибших героев, у кого-то мужья на СВО находятся. Естественно, радует, что общее количество добровольцев насчитывает в одном клубе 400, во втором сотня. И, конечно, это говорит о том, что это объединяющая сила, которая обязательно должна поддерживаться государством, которая обязательно должна поддерживаться населением. Именно Дмитрий Александрович отметил особенность Алекмы, отметил тепло. Здесь почему-то они именно клубами называются, не центрами, как в других районах республики. Все волонтеры абсолютно оптимистично настроены, ждут очень придвигающуюся победу, все ожидают ее. Каждому из клубов есть что показать. За все время существования они смогли оказать поддержку большому количеству бойцов. Я обратила внимание, что в 2 комнатах битком все забито. Это за сколько времени? Отправка у нас была перед закрытием навигации, и все остальное это вот накопленное за этот период. То есть это с конца октября получается. То есть там сети, нашитые толстовки, в общем, теплые вещи, носочки, то, что приносят жители города. То есть вот это все упаковано и практически готово. Мы готовимся к отправке. Как давно организован ваш клуб? Но мы работаем вот в том составе, в котором мы сейчас находимся, мы 1,5 года. С 12 мая 2024 года, получается. Штаб свои? Народный штаб свои. Не путайте, мы народный штаб свои, мы так и пишемся. Так, народным штабом свои руководитель Евгения Аганина наработан бесценный опыт контакта с Ростовом, где у нас есть свой представитель. Это Екатерина Даньшина. Вместе с ней работает еще один волонтер – Тимур. Совсем недавно на концерте в честь Дня волонтеров прозвучали теплые слова от этих ребят. Привет всем волонтерам Алекминского района. Мы с Екатериной
движемся по зоне СВО, передаем вам отсюда пламенный привет. Друзья, сегодня прекрасный праздник, наш день, наш с вами день, День волонтера. Мы с Екатериной от всего сердца вас поздравляем с этим праздником, поздравляем всю нашу большую команду волонтеров. На самом деле, вы знаете, очень круто, что хоть повод и плохой, но он сплотил многих людей, абсолютно разных людей, разных профессий, разных возрастов. И мы делаем одно большое очень дело. Знаете, как муравьи строят муравейник, так же и мы с вами строим нашу победу. Помогаем нашим воинам приблизить эту победу, приближаем эту победу, вернее. В общем, огромное вам спасибо за то, что вы все делаете такое большое дело. В 100-й раз повторяюсь, мне и Екатерине большая честь быть с вами в одной команде, потому что без вас бы мы ничего здесь не смогли бы, мы не смогли бы никак помочь ребятам. Только работая в команде мы можем сделать большое дело, и мы его делаем. Спасибо вам большое, еще раз всех с праздником и хорошего всем дня. В свою очередь я хочу тоже сказать вам всем огромное спасибо. Быть волонтером – это нелегко, это непросто, но хотим пожелать вам сил, терпения. Все будет хорошо. Мы с вами. Спасибо, друзья. Пока-пока. Скажем по секрету, Евгения – мама Кати. Наверное, это семейное качество, неравнодушие. Пожалуйста, какие чувства сейчас вы испытали? Только что прозвучали слова от дочери, которая находится очень далеко. Чувство гордости, не знаю, мы очень скучаем, расстояния далекие, но при этом каждый день созваниваемся, решаем какие-то проблемы. То есть это у нас не только семейные такие взаимоотношения, но и чисто деловые, партнерские, потому что действительно мы вместе команда, и вместе мы можем только вместе мы все и можем. Когда-то думали о том, что вот получится так? Волонтерством-то я давно занимаюсь, то есть это и субботники были, и, то есть легкие на подъем, наша семья вообще мы, но что такая ситуация сложится, что будет война, конечно, надеялись, что все-таки это нас минует, но раз так сложилось, значит, надо делать. В этом же народном штабе работает Юлия Узорова. Она учитель и считает своим долгом не просто помогать бойцам, но и дать закалку молодежи. Недавно прошли рождественские чтения, мероприятия которых были направлены на воспитание патриотизма. И да, получилось. И чтение стихотворений, и повествование этих произведений. Просто в самое сердце, в душу. У меня слезы на глазах блестели, потому что я всегда очень трепетно эту тему чувствую. Глядя на лица детей, на то, как они проносят строки о войне, понимаешь, наше юное поколение лучшее. Стояли у порога, отправила я сына умирать. Я та, что омывала всю войну кровавыми слезами, похоронку, могилу сына, страшную воронку. Я видела сквозь строчек пелену, вдова я, уронившая кольцо. Еще я, медсестра из медсанбата, из боя, выносившая солдата, и смерти, заглянувшая в лицо. Я мужа, заменившая в тылу. Они смогли принять память о событиях Великой Отечественной, а события СВО многим близки уже по семьям, своим и друзей.
нас в районе, конечно же, львиную долю патриотической работы с молодежью ведут школы, в первую очередь, учреждения дополнительного образования, библиотеки. Огромный пласт работы, который они выполняют, часто остается вот за бортом незамеченной. А рождественские чтения в этом году имеют именно тему, как раз, которая позволяет нам это все показать и осветить. Когда мы вышли на учреждения образовательные, на общественные организации с просьбой помочь, поучаствовать, все с большим удовольствием откликнулись и предоставили вот широкий спектр возможных форм мероприятий по патриотическому воспитанию, духовно-нравственному. Очень большое разнообразие этих мероприятий позволило такой большой охват сделать. Программу составили с таким учетом, что было удобно посещать и школьникам, и учителям, и родителям. Коллеги приходили, смотрели, делились опытом. Это очень важно вот, именно в такое сложное время видеть, как можно заинтересовать детей, какие формы по сей день схватываются на лицо, да, с детьми. Работать они очень востребованы в обществе. А какие-то еще, может быть, мы не все пласты охватили. В будущем, я так думаю, можно было что-то с кино задействовать, какой-то фестиваль, предложить оригинальные новые формы, которые современным детям тоже будут интересны. И именно освещать эту тему, которая из года в год всегда будет актуальна. Патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, они всегда помогают этот пласт формировать в молодежи за счет как раз-таки педагогов, библиотекарей, организаторов. Поэтому работа, и повторюсь, огромная, ее важно показывать. Надеюсь, что в рамках рождественских чтений, 13-х, да, нам в этом году удалось это сделать. Клуб «Надежда». Ну, наш клуб «Надежда» был организован нашим волонтером Ямщиковой Еленой Николаевной. То есть те члены клуба, которые проводили своих детей на СВО. И они в это время очень сильно переживали и очень сильно, хотели помочь чем-то. И вот она бросила клич: давайте создадим на основе женского совета, на основе Совета женщин города Алепинска создадим наш клуб волонтеров. И все, мы туда все вошли, все активные женщины города начали работать. Все началось с малого. В районной библиотеке собрались родные бойцов, мамы и бабушки, чтобы помочь ребятам тем, что необходимо. Медикаменты, сети, свечи, браслеты. Почему сегодня сюда пришли? Потому что каждое воскресенье здесь проводится встреча Совета женщин, а также тех, кто хочет помогать СВО. Вы сами решили так на себя? Да. Я смотрю, с вами дочка. Дочка со мной постоянно сюда приходит, периодически, регулярно. И шоколадку купить. И купить шоколадку в магазине. Да, конечно, обязательно. Вообще, насколько это необходимо? Ну, это, конечно, необходимо, потому что для страны, для бойцов их поддержка моральная в первую очередь. Ну и в том числе, конечно, помощь, насколько получается. Я думаю, что если они чувствуют, что мы здесь в тылу им помогаем, то у них сил больше прибавляется. Я пришла, чтобы помочь ребятам. Чем могу, хочу помочь. И подруге сын там. Поэтому я очень переживаю. И поэтому я здесь. И так как я ушла на пенсию, времени у меня много, поэтому стараюсь, чем могу, помочь. Как вы считаете, насколько сложно сегодня мамам, наверное, тоже? Ой, очень сложно. Вообще, и, конечно, это огромная такая тревога за наших детей. Ой, переживаем, как они там, конечно. И поэтому мы все здесь. Постепенно список пополнялся, а затем по обращению одного из бойцов решили открыть денежный сбор. Чаще всего сбор объявляли через одного из членов клуба, Ларину Гуринову. Чего это стоило? Было сложно. Но все получилось. Еще, и еще, и еще раз. Когда сбор ведет, и вообще все, что касается денежных средств, всегда идут разговоры, слухи, недомолвки.
Но так как я вот в районе человек известный, знают меня, все уважают, как-то люди в меня сразу поверили. И таких больших не было у нас ссор, обид по поводу сборов. Наоборот, люди сами ежемесячно кидают денежку. Я делаю ежедневные отчеты. Это я прямо каждую копеечку, чтобы люди видели, что мы действительно собираем эти деньги на СВО. И свои сборы мы подтверждаем видеоотчетами бойцов. Вот наши волонтеры, как вы видели, в городе Ростове наш район имеет 2 представителей. И они вот именно вот лично в руки этому бойцу передают наши сборы. Ну, на то, что мы собираем. Мотоцикл, квадроцикл, автомобиль, там, рэп, антидроновые, ну и так далее. Вообще сложно было для вас перебороть вот этот барьер и просить? Ну, конечно, просить всегда сложно. Я думаю, помог мне в этом социальный, как бы, сеть такая, WhatsApp есть. Всем людям, которые мне сказали «Доброе утро, Лавина Владимировна», я всем стала слать эти смс-ки, эти видеообращения бойцов, просьбы о сборе денег. И потихонечку народ стал откликаться. Сначала кидала своим знакомым, одноклассникам, родственникам, нашему клубу, потом соседним клубам. Сейчас у меня прям до Москвы аж эти объявления идут. Нам кидают с Германии ребята, наши земляки. Несколько переводов было по 55 тысяч. Нам наш земляк с Испании кидает. С других городов России наши земляки алёпинские тоже находят вот это вот объявление и тоже кидают. Ну, вот эти социальные сети, они тоже помогают. Я думаю, что алёпинский тыл самый надежный и самый отзывчивый, самый патриотичный. Каждый из членов клуба выполняет свою работу. Валентина не только работник, но и постоянный спонсор столь необходимых приобретений, как материалы, комплектующие, доставка. В аптечках продается вот такая в аптеке, маленькие бутылочки. Хочется отметить, что очень здорово у вас вовлечены, и мы будем приводить как пример, это ваши предприниматели. Очень много предпринимателей. Мы тут во время наших заседаний, я понимаю, что им всем хотелось поблагодарить, но они такое количество благодарности начали выдавать предпринимателям, что у нас просто само заседание могло превратиться просто в какую-то свадьбу, я не знаю, там простые, давайте поблагодарим или там какое-то юбилейное мероприятие. Поэтому я думаю, что на заметку руководители района возьмут и поблагодарят отдельно всех, потому что мы не всех, к сожалению, услышали, кого хотели бы поблагодарить волонтеры за помощь. В юбилей города клуб в очередной раз организовал ярмарку. Чем вам? Слушай, это что? Капуста есть? Вот первый раз вижу. Скажите, пожалуйста, что сегодня за ярмарка? Ярмарка Победы. Собираем. Господи, кому собираем-то мы? Нет, мы же на дрон Бабы-Ягу собираем. А то есть у вас в этот раз сбор целенаправленный? Целенаправленный. Вообще часто бывает так, что вы помогаете ребятам и организовываете? Постоянно помогаем. Все внимание! А денежные поступления были отправлены все так же для бойцов СВО. У нас идет сбор для солдатика СВО. Была заявка, очень большая сумма. Для нас очень впервые такая неподъемная. Поэтому решили вот организовать продажу. Пользуясь случаем, всех, кстати, с Днем города. И надеемся хоть немножко как бы собрать еще сумму какую-то. Вещи хорошие, очень хорошие. Люди все это отдавали нам бесплатно. Ставим сумму небольшую, чтобы ничего не залеживалось, все продавалось. Постряпали девочки, наварили, мурсики, компотики всякие. Бытовая техника, кстати, у нас есть. Тоже все как бы подешевле. Мы сразу как бы обращались также о том, что вещи у многих подаренные, купленные с этикеточками, все это лежит мертвым капиталом. А здесь вот как бы
людям кому-то и пользу, и подешевле. И поэтому я прям вот радуюсь, что девочки мои, как всегда, дружненькие, активные, инициативные. И ребятишки вот у нас, маленькие волонтеры у нас есть постоянные. Вот они все помогают, и мы надеемся, что мы какую-то сумму ему соберем. Побывали члены постоянного комитета, депутаты Илтумен по вопросам СВО и в клубе «Свои» на набережной, где гостей встретила Надежда Чусовская. Большая мастерская, где налажено почти что настоящее производство. В арсенале у мастериц-волонтеров пошив сложных костюмов для бойцов. Изготовление специальных одеял, покрывал, все с учетом погодных условий и специфики военных действий. И на шлемнике, вот это вот Татьяна наша Кузьмина, сейчас тоже в Якутск переехала, там живет, уже большая потеря для нас. Вот, и эти-то кошки, вот, кстати, кошки, да, саперные, тоже очень хорошим спросом пользуются, но я не могу найти сейчас вот... Поставщика? Да, вот сами стропы-то есть, а этого нету. На вопрос о проблемах женщины тут же назвали несколько. Кроме оговоренной ранее логистики, это предложение по сопровождению бойцов во время дороги в отпуск и многое-многое другое. И вот такие как бы, это еще как бы мало. И еще у нас проблема тоже, вот отпускники, когда едут с отпуска, они застревают в Якутске. Вот в разные, районы же едут, да, и нет билетов. То есть у них и так дни идут на часы, можно сказать, да, чтобы провести со своими родственниками, близкими, да, а не получается, потому что они сидят в Якутске так просто там 2-3 дня. Погода, там не погода, даже не погода, даже билетов. не погода, а просто элементарно Билетов билетов. Да. И вот и летел у меня, 3 дня просидел. 3 дня просидел, а это же все идет в отпуск. Да, а это дни никто не высчитывает на переезд вот этот вот. Здесь же установлен станок для плетения сетей, изобретенного местным Кулибиным. На это было обращено особое внимание. Ячейки одеваются, получается? Да, получается вот так вот все это. По несколько одевается. ячеек, да? Да. Полностью вся сеть. Вот. Допустим, сеть 3 метра вот так. Вообще все ячейки нужно натянуть, да? Да, в каждую ячейку. И потом, получается, вот так она проходит. Одевается. А вот эту нитку, это вот эту, получается, тоже заранее готовите, да? Конечно. Вот смотрите, вот это вот сюда привязывается к началу, да. И получается, она вся туда продевается. И когда она продевается, мы ее вытаскиваем, и она вот так, видите, тянется, и туда она автоматически как бы вплетается уже. И насколько упрощает процесс? Да вообще, вот чтобы вытянуть, 2 минуты. Нет, вот все собрать, вот а готовая если все сеть собрать, на выходе. Нет, вот допустим, это же больше времени занимает подготовка. Это вот нарезать ленты, вдеть вот эту сеть. Где-то 1,5 часа может занять. Все. Готовая вся одна сеть. 6 на 3 сеть. Это, но нужно вот, чтобы было все готово. Он еще создал нам электрический станок. Мы сейчас покупаем вот такие бобины по 40 сантиметров, да. У него есть электрический станок, ножи здесь такие идут, и он режет на вот такие вот ленточки, да, готовые. Это что за Кулибин у вас? Она в себе выхаживает, если клип или нет. Вот. Мы хотим с ним познакомиться. Вот такие ленты получается, да, и потом он еще создал вот такой станок. Это для резки ленты. То есть вот такую ленту мы сюда вкладывается в несколько слоев, а потом канцелярским ножом она вот так вот прорезается. И на выходе вот такая получается. Да, потому что вручную это очень как бы долго сидеть и резать нужно. Вот как она, я понял. Изобретение местного мастера Леонида Евстифеева на Лёкминском районе известны давно. И оно не одно, скажем, больше. Известны они по всей республике и даже в России. Леонид делится чертежами со всеми, лишь бы победа была ближе. В первую очередь, простая, чтобы сборка была, чтобы люди делали. Упрощенный вариант. Человек не техник, не кто-то, просто... Да, я размеры все скину, чтобы просто посмотрел, вымерил и спокойно отрезал, сделал. Чтобы легко и просто было, чтобы в каждом центре были такие станки. Не было еще идеи о патенте? Нет, у меня, честно скажу, такой идеи даже я не придерживаюсь. Но очень многие из России, тут местные, почему нет, почему не запатентируешь?
Я говорю, я такой версии не придерживаюсь. Тут, ладно, я для гражданского оборота сделал какой-нибудь станок, какую-нибудь вещь. А тут я делаю как бы для святого дела, спасать жизнь ребятам. И мне вообще насчет денег. Это я сам все покупаю, все это расходник. И не беру ни с кого денег, сам все вот это приобретаю, нахожу. Конечно, кто-то мне помогает, там спонсирует. Ну, вообще насчет денег вообще нет вопросов. Да, нету ничего такого. Еще такой вопрос. Что-то, вот как вы думаете, сможет пригодиться уже потом в мирной жизни? Конечно, у меня уже охотники, многие спрашивают, Леня, может там сеть, масс-сеть сможет мне сделать? Я говорю, ну как вы, что там все под отчет? Купите материал, купите сеть, придите с девушками поговорим, вытащим там к вам сеть. Почему бы нет, если они помогают, вот материал один предоставил доски, а сеть может там на охоту мне, я говорю, ну купи материал, приходи, вытащим. То есть можно будет сделать обычную вот охотничью... Да, да, она и есть, вот, можно сказать, под охоту использовать можно. Ну сейчас для другого дела используется все. Ну понятно. Ну, а так вполне. Да, да. Гости высоко ценили изобретение. Более того, есть предложение от Народного фронта. У нас же есть еще такая история в Народном фронте, как Кулибин Клаб, который работает с Ростехом. И различные вот эти вот приспособления, которые для фронта помогают фронту. Ну, в основном, конечно, там на самоходные всякие вот эти вот дроны, эти плавающие, ездящие упоры есть. Но я думаю, такие истории тоже можно туда предлагать. Они их в рамках вот этого Ростеха проводят экспертное совещание, как выбирают лучшие инициативы и потом заключают контракты по линии Минобороны. А тут я думаю, что тут нам есть что рассказать, ну, в других районах и в Лусах. Вот он очень хороший опыт. Тут есть такие изобретательства. Мне бы не хотелось сгладить, но вот изобретатели на уровне Кулибина, которые, по большому счету, серьезно облегчат труд многих волонтеров. Если мы сможем это доказать, популяризировать и сможем пропагандировать, это будет польза всем. У войны не женское лицо, но именно женские руки создают надежный тыл. Конечно же, не без помощи мужчин. Именно это было отмечено на итоговом выездном заседании Постоянного комитета Государственного собрания Республики по вопросам военнослужащих и специальной военной операции. Ну и от того, как вообще поставлена работа в волонтерском движении в Олекминском районе. Та искренность, та доброта, которая прямо сквозит от каждой женщины, с которыми встречались, и от мужчин, которые им помогают, говорят о том, что мы народ-победитель. Просто мы забыли. Просто нам надо вспомнить, что мы народ-победитель, что мы всегда и везде побеждали. И что нам надо просто вернуть в себе то чувство победителей. И вот это в Олекминске, или, как лучше сказать, в Олекминском районе, просто отличный пример. Прямо вот народ-победитель, который этим доказывает всей своей жизнью и всей своей деятельностью. Поэтому победа будет за нами однозначно. И даже сейчас мы рассказали не о всех и не обо всем. А значит, будут еще репортажи и очерки, где главные герои делают все, чтобы приблизить победу. Одну на всех. Ну или отложить на какой-то период времени.